Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал ИКУТЕ-24, с вами Петр Цепандин. Мы находимся в ресторане Lazy King. Семен Тарбахов, мой постоянный ведущий, со мной. Приветствую, Семен. И к нам сегодня в гости пришел мастер спорта России по легкой атлетике Александр Маэда. Саша, приветствую. Здравствуй, Александр. Знакомься с Семеном. Да, спасибо, что принял наше приглашение прийти к нам на передачу. Мы нашу передачу называем «Кулинарный концепт», «Кулинарный ток-шоу». С чем ты к нам сегодня пришел? Что будешь готовить? Сегодня будем готовить домашнюю самсу. Самсу? Да. Почему выбор пал именно на это блюдо? Ну это, мне кажется, он очень прост в приготовлении. Серьезно? Картошка, мясо, Ага. лук. Тут, есть И в слегка духовочке. диетическое, потому что тут Да. жеребятина идет, Ага. постная, Ага. без жира, лук, картошка, соль, перец, ну и бездрожжевое тесто. Бездрожжевое тесто, и тем более готовится не жарко, а Просто в печке мы в запекаем. духовке запекаем. Да. Ну, то есть, ты действующий спортсмен. Да, мы действующий. это знаем, все это знают. Да. Входит ли это в рацион питания во время тренировочного процесса сразу? Ну, то есть, я знаю, что у спортсменов, питание должно как-то там, Да, балансированием, все прочее. тесто бездрожжевое, вот это как раз Нормально, подходит. да? Ага. Следишь ли ты за питанием? Ну, само собой, ты в форме Да, слежу очень, очень строго. строго, да? Ага. Ага, ну то есть это нельзя, вот это можно, Да. подсчет КБЖУ и все прочее, что, зачем, как бы обязательно Да, нужно. это дрожжевое я не кушаю. Ага, Газированные напитки, вот это все. чипсы и все прочее, ну, Да, конечно же, да. эти Всё радости время, жизни ага. прошли мимо. Или, наверное, И всем советую. А? И всем советую. И всем советуешь, да. Да. Хорошо, мы обязательно поговорим отдельно про питание, да, учитывая то, что это процесс долгий, тонкий, научный, я предлагаю начать. Да. Да, начать Начнем, с чего? начнем с ингредиентов-то. Да, Овощи, мясо нам нужно надо подготовить, мелким все куб- смешать. И Да, мелким потом кубиком все это нарезать, налепить, смешать. начинить и отправить в духовку. А Да. потом уже мы возьмем паузу, если что, да? Да, расскажи, пожалуйста, о себе. Откуда ты родом и что, кого, чего? Я сам родом с Алекминского района. Алёхминского? Ага. Ух ты, мы в прошлом году специально ездили с проектом «Весна на НВК», потом я еще на рыбалку съездил. Классный регион, классный район, очень красивый. Село Перенеректяинск. Ага, Я там закончил школу. ага. После этого я служил в вооруженных силах Российской Федерации. Армия, 2 так, года. Ага. так. Потом после этого я поступил в Институт физической культуры и спорта. в Так, 2003. вот тут сразу вопрос перебивая. Почему? Ну, всю жизнь на спорте или как? С детства я любил спорт Ага. почему-то. Постоянно участвовал. Почему-то, да. Так, Постоянно участвовал в школьных соревнованиях. так, а какой вид? В основном игровые, баскетбол, футбол. Так. Вот. А других и вольная борьба. Ну, вольная борьба у нас поздно тренер пришел у нас. Тренера не было просто. из-за Ну, этого. обычно же в школе, Да, как говорится, любая активность. Да. Баскетбол, волейбол, Да. нулевые соревнования, бег, эстафеты, само собой, наверняка, да? Ага. Ну вот, И поэтому решил поступать. Ну, если на ФО, то получается же как, на тренера или на кого? да, Спортивного у меня функционера. эта специализация именно была, новый вид спорта как раз сам открылась, тайквондо. Даже так, боевые искусства? Да. Ух ты. Хотел Значит, тоже растяжка, пинаться. да, Тэквондо попробовать. же в основном Да. ногами. Ногами, Там ага. редко. 90% ногами, ага. Так, да. Поэтому я вот выбрал именно вот Тем более тэквондо. олимпийским видом спорта стал он, да? Да. Так. И там вакантное место, там 4 места было. А нас было больше 10 человек. Так, конкурс. Ага, такой слабый. конкурс, хороший был. Ну, я поступил и начал тренироваться уже. Короче, всех отпинал. Ага. Ну, получается так? Ага. Не, вот обычные зачеты сдали. Так. Бег там входит. Ну да, нормально, гранаты да. и все прочее. Да, вот Обычно это всё чаще всего обычные, ага. плаванием и гранатой бывает тяжело. Плавание тоже было, ага. Да, конечно. Плавание. Да. Доплыть. Доплыть, ну, просто доплыть, да, одним стилем надо. Да. Да, и время какое-то там ложится, да. Ну, Да, потому что и я время, ага, очень тоже. много друзей фошников, которые рассказывали, что тяжелее всего это дается. Ну, бегают, прыгают, в основном подтягиваются все. Да. Да. Средней подготовленности. Вот с Вот плаванием. и Ты с Алекминского, конечно, Да. там вода, речки, все везде. отучился, Так. 5 лет, получил диплом тренера. Так. Этот специалист именно по физической культуре и спорту. Мгм. Вот. И там полгода работал, тренировал тоже, вторым тренером.
работал Где? в институте В институте? Ага. Так. физкультурно. Вот. А потом, ну вот, именно к бегу я перешел поздно, 34 года. Ну, я бы сказал, что довольно поздно. Да, Даже же, да? Но как, в качестве спортсмена это, поздно. Ага. ну, я считаю, что поздно, да. Ну, многие согласятся с тем, что это скорее поздно. Но, тем не менее, Ну, до этого я все равно занимался спортом. ну да, ну то есть Ушу саньда, не прекращал. не прекращал. Ага. Ага. И также вот циклические виды спорта. Ага. И получается велогонкой, лыжный спорт. Вот это все, это, ну, я Все виды, те, попробовал. которые требуют выносливости. Да, выносливости. Да, ну потому что велогонка, лыжи, Но как человек сам, который 8 лет занимался лыжами, скажу, что это, ну, ё-моё. и также в 2016 году вот как раз здесь в Якутске проводились соревнования по триатлону. По триатлону. Ага, Так. в Чачурмуране. Ага. Вон там, ну, я, по идее, первый триатлон прошел в 2015 году. Я просто туда не попал. Но это, ну, по времени не получилось просто. Поэтому вот в 2016 году решил уже поучаствовать. Мгм. Вот, попробовать, испытать себя, как говорится. Ну да, да, потому что, на ну, прочность. триатлон не зря же называют, что там, железный, Iron Man, Да. железный человек, да, ну, потому что действительно ему нужно быть железным, чтобы пройти даже полутриатлон, даже Да. ж, да? Так, и как? Ну, я там занял 2 место, Ага, поэтому я очень, ну, обрадовался, что Так. я могу, оказывается. ага, ну, в И, выносливости все в да, порядке. вынос. И этот, от лидера отстал на 30 секунд. Ух ты, как обидно. Ну, А заканчивается же бегом, по-моему, да? да, Бегом. плавание, Сначала велосипед. плавание, потом велик, Ага, потом да, а потом бег. Бег, ага. Ну, то есть можно было догнать. По чуть-чуть ну, бураном чуть-чуть. бегали, ага, Да-да-да. по горе. По пересеченной По местности. пересеченной местности, ага. Так. Вот, поэтому мне очень понравилось. Ну, после этого также участвовал на дуатлоне, велосипед и бег. Вот так же. Там Ну, тоже, более ага, адаптированный, когда. там тоже занимал призовые места всегда. Вот. И потом поступил я на службу МВД, органов внутренних дел. И там соревнований очень много. Ну, то есть это основная работа стала, да? Да, основная А чем ты работа. там занимался? в этом МВД? Ну, сотрудник органов внутренних дел. Так. Вот. И там первое соревнование весной начинается с лыж. Вот, лыжные гонки. Ага. Там все вот, силовые структуры, вот Динамо, да, вот общество Динамо вот, конечно. проводит именно среди силовых структур. Вон там начали, ну, тоже выставлять свою команду от подразделения и Так. участвовать. Так. Вот. И ты, конечно же, начал всех побеждать. Нет, сначала я вообще Нет, да? лыжи вообще не умел. Ага. Вот начал потихоньку учиться сам, Так. самоучка. Ага. Вот. И очень понравилось мне лыжные гонки. Мотивация появилась дальше. А потом уже летом начали заниматься бег, Так. кросс и летний служебный биатлон. Это бег со стрельбой. Ага. Ну, то есть с более Макарова. адаптированные к профессиональным вашим навыкам, да, получается? Да. Так. И бегать, ну, то есть ловить преступников и стрелять. И стрелять. Ага. Так. Ага. Вот. Также вот ежегодно вот проводились эти соревнования, и мы уже начали готовиться к этим постоянно уже. Мгм. И после этого еще осенью проводились спортивное ориентирование по местности. Да, чего только не проводится. Оно- Ну, я помню, в своем школьном детстве спортивное ориентирование — это с компасом бегать по Да, лесу. вот по лесу. Да, да. Тоже Искать интересный точки, вид спорта. ага. полоса препятствий. Вообще, кого-то такая Да, классная тема. контрольные пункты вот искали. Да, 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 да. Ну, Такое сначала, конечно, было тяжело. что- Ну да. Там вообще ну, не ориентировались. Но потом с годами научились уже. Начали уже проводить учебно-тренировочные сборы до соревнований. Сами, да? Сами, да. Ага.
И именно вот я собирал ребят, вот, и мы готовились. Также мы там занимали первые места тоже, и всегда были это, ну, в призерах. Вот тоже очень интересный вид спорта. А вот потом, после этого, я в 2017 году, ну, там познакомился, вот, во время вот этих соревнований познакомился с мастером спорта международного класса Василием Афанасьевичем Спиридоновым. О, Вася Спиридонов, да. Он стал моим тренером. Наш земляк, мой земляк, да, Миграновской. Да, с Павловска. Так. Вот, и мы начали уже вот тренироваться именно бегом. Уже бегом. Ну, то есть Бегом, он тебя, скажем так, вдохновил и Да, сказал, и давай. вот результаты, вот, ага. Ну, хотел тоже так же стать, как он. Как Вася. Ага, он был моим этим примером. Ага. И также вот Громов Вячеслав, вот он тоже хорошо тоже бегал в то время, и сейчас бегает. Так. Он постоянно занимал первые места, тоже вот с Василием они очень хорошо бегали, стреляли, также лыжи, и по всем видам мы всегда вот встречались вот именно на этих На соревнованиях. на соревнованиях. Ага. Ну, то есть встреча с Васей послужила к тому, что ну, вот к бегу ты Да. начал уделять большее внимание, ну и то есть как бы переквалифицировался в бегуны, можно сказать. Да, вот, ага. И Так. уже с 2017 года я начал уже ежедневно заниматься именно легкой атлетикой. Бегом. Ага, бегом. Так. Как раз вот в 2017 году вот, проводились игры Манчары Так. в Верхневилюйске. Ага. И вот мы готовились туда. Ну, там время короткое было, полгода. Для этого, для бегуна это мало. Ну да, Полгода, объем, ага. Тем более, что бег... На какие дистанции специализировался с самого начала? Я бегал сначала 3 километра, потом Ага. 5. Ну, то есть такой вид, в котором нужно набирать объем, правильно? Так. Вот. Также вот, ну, с каждым разом устанавливал личный рекорд на 3 километра. Сначала за 11 пробежал, потом 10:30, потом 9:50, вот так, ну, наращивал с каждым годом вот так. Вот. И мне очень понравилось вот этот вид спорта, который вот, ну, борьба с временем получается, да? Ну да, Постоянно. борьба с самим собой Да. и с временем, да. Ага, самим собой и временем. Так. И вот после этого в 2019 году проводились спортивные игры народов Саха в Амге. Вот. До этого мы уже прошли сборы в Киргизии на высоте 1600 метров над уровнем моря Да. в апреле. Горный цикл. Ага. Так. Вот. А потом уже ближе к соревнованиям в июне месяце мы поехали в Кисловодск. Ну, Там еще тоже более сбор. глубоко, Ага. да, Уже да. там уже получается в апреле чисто объема, а в июне уже чисто скоростные на стадионе. Вот, скоростные делали. Вот. Сборы прошли, ну, для меня удачно. Настрой был хороший. Так. Василий Афанасьевич говорил, ты будешь в тройке лидеров. По-любому. Ну, так. ну, я сам по этого- времени, все да. прочее, да. Но все равно же какие-то ориентиры, забеги промежуточные. Да, наверняка. промежуточные тоже были, Да, 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 участвовали. Все равно же надо проверить, Да. насколько человек входит в форму, да? Да, И вот. самая главная же задача, по-моему, вот этих учебно-тренировочных сборов, чтобы к старту максимально так подойти, да? Ну, набираться опыта. Набираться опыта, да, да, да. Потому что для зрителей нужно, наверное, объяснить, что одно дело просто быстро бегать, а еще это все равно некая стратегия. Да, тактика своя там. Тактика своя, да, потому что бег тоже имеет. У каждого своя тактика. Тактика, да. Кто-то быстро уходит, Да. да, и потом ждет, пока догоняет, либо там кто-то в конце ходит, а потом резко в конце стартует. Ну, то есть в зависимости, опять же, свои психологические игры тоже есть. Да, вот Даже, именно. да? Ага. Вот. И там приехали за 3 дня со сборов и поехали в Амгу. Так, уже соревнования. Да, уже соревнования. И там ну, перед такими соревнованиями волнение, конечно, преобладает. Но надо... Мандраж. Да, Царь твой мандраж, да, он да, есть да. всегда. Ага. Ну, это у всех есть.
Конечно, у всех Вот, есть, да. да, и это норма. Да, норма, ага. А когда вот уже стартуешь, уже все отпускает, уже все, Да. идешь. Вот перед стартом бывает, колени Да, дрожат. да, да. Ну, извиняюсь, хочется в туалет, как будто. Вот, да? Да, именно. да, да. Я просто тоже знаю эти моменты, не знаю, что с тобой происходит. Да, да. А потом старт, и все забывается. И все, да, Да, уходит. вот удивительным образом. Но. Вот. Там были все лидеры республики по легкой атлетике, все именитые спортсмены. Очень волнительный старт. Ага. И я держался в середине. Ну, Это какая дистанция? это самый первый, это 10 километров, 10 тысяч метров. Ну, я держался в середине. Начал потихоньку в своем темпе, как говорится. Лидеры, конечно, ушли вперед. Сильно, да, или как? Не сильно. Все впереди. Ну, ты их видел, Вот 6 человек, например, уже вот убежали. вместе, вместе. Вот. Друг за другом, получается. Так, первая группа. Ага. Вот. И я там держался тоже. А потом, самочувствие, смотрю, хорошее. Ага. Могу дальше работать. Добавить. Ага. Так. Потихоньку соперники начали уже уставать. Кто-то, да. Которые рядом. Да, уже Да. отходить уже. Уже понятно стало, что они тебе не ровнее, и ты можешь... Я иду четвертым, иду, потом третьим, потом уже на финише уже отработал и финишировал вторым. Ага, красавчик. Вот, поэтому я очень обрадовался, даже не поверил после финиша. Как, я второй, нифига, да. красавчик. Цель достигнута, да? На таких соревнованиях. Ага. Ну, Как- то есть то, что Якутска- Василий говорил, сбылось. Он же Да. говорил, что в тройке будешь. Да. Так. А сам пока не верил, пока не пробежал, получается. Вот такое бывает, ага. Ну да. Ну, то есть в конце, наверное, чувство выполненного такого. Вот Да. я это сделал, да? Да, после этого все отпустило, а на следующий день у нас 5 километров уже. Сразу. Да, на следующий Так. день. Ну, я там уже, уже медаль есть, уже чуть расслабился, успокоился уже. Все, на следующий день уже все. Выспался? Ага, нормально выспался. Отметил, шутка. Кумысов. Вот. Поэтому на следующий день уже был готов еще, биться тоже за призовое место уже. Уверенность уже появилась, уже все. Да. Что осознание собственного, да. то, что, оказывается, могу, да? Да, Да, оказывается, я готов, я Но могу. ноги-то бегут. Вот именно же, расхоже же есть выражение, ноги бегут как будто сами, да? Да. Вот. А на следующий день я также финишировал вторым после этого Бурцева. Так. Бурцев Артур. Ага. Он представляет Усалданский район. Ага. Вот. А сам живет в Питере. Ага. Вот, приезжает. Так. Вот. Тренируется там, да? Ага, тренируется там. Вот. Потом следующие соревнования у нас были 20-й год, это пандемия. Все закрыто? Да, Так. я там тоже переболел ковидом. Ага. Полгода я пропустил, не тренировался Из-за болезни? из-за болезни. Ага. Вот. А потом после этого я уже, начал также тренироваться уже следующие игры, спортивные игры, которые проходили в Барагонцах в 2022 году. Да. Вот туда готовились уже. Я туда ездил, смотрел с мамой. Вот. Также проходили сборы. Вот. И также выступили. Я на 10 километров выступал и на марафон. Как раз там. Уже на марафон? Ага, там 42? 42. Так. Мой первый марафон был тогда. Основную тренировку делали на марафон, ставили. Ага, то есть направление такое, да, специальное, да, подготовка. Именно вот занять первое место по Так. марафону. Ага. А в 10 километров я рассчитывал зайти в пятерку, дать очко своей команде. Да, Алёпинской, потому что это все-таки командный, да, там, командный. каждый район там Вот. бьется свои достижения, да. Да. Так. И как? Потом 10 километров, когда вот стартовали, там на улице было плюс 32 градуса. Жара, ветра нету вообще. А там на улице было 32 градуса. Жарище. Жарище, вообще ветра нету. О. Я думал, сегодня будет тактическая борьба. Ага. Вот. Кто как на- реально сильно подготовлен, да? Хотели на время, но видите, из-за жары надо чуть сбавить темп.
Ага. Вот, уже тактическая борьба. Потому что есть шанс, что как бы это перенапрячься и просто тупо не закончить. Да, вот именно. Да, ну, мышечные спазмы и все прочее, воздуха не хватает. То есть погода внесла коррективы свои, Да. получается. Так, и? Вот именно момент соревнований, да, вот именно 10 километров мы вышли на старт также. И я своих соперников спрашиваю, что по какому темпу пойдем. Ага. А уже начал так прощупывать? Ну, да, они говорят, по 3:10, говорят, за километр, на километр, да. И, я думаю, это будет Тяжело. плачевно, но потом в конце из-за жары. Вот, ну, стартанули, и первый километр мы пробегаем за 3:09. Я сразу, думаю, очень быстро, надо сбавить темп. Так. Вот, потихоньку сбавил темп до 3:15. И вот так же я держал до конца. И по ходу вот, соревнований там соперники начали, у кого-то там печень там, Сила, да. кто первый вот, пошли в лидерах. Ага. У кого-то там эти судороги начались. Да, да, да. Солнечный удар мог... Солнечный удар получил. Кто-то, да. Так. Ага. Вот. И в конце я финишировал третьим. Вообще. Ну, то есть стратегия своя, знание, как бы такой опыт, да? Опыт, вот уже дает о себе, как говорится. То есть опять медаль в кармане. Да, вот обрадовался, я думал, медали не будет, в пятерку буду. Результат был хороший. Потом на следующий день марафон. Сразу на следующий сразу. день. Ну, учитывая то, что плотность соревнований, ну вот такой график, да? Но по идее там должен же быть некий отдых. Но отдыха не было. На следующий день погода была, облачная, как раз для марафона. Ага, ну слава богу. Вот. Хотя бы не палит. Да. Ага, солнце. Старт был 7 утра. Встали где-то уже 5:15, где-то уже покушали, легкий завтрак и пошли на стадион делать разминку. Вот. И там были чемпионы спортивных игр в Намсах, в Амге, Лукин Василий, он в Намсах победил, марафон тоже. И Альберт Варламов с Татинского вуза, он в Амге выиграл марафон. Вот с ними тоже титулованные все спортсмены были. Также призеры были. Вот. Все, стартанули, погода хорошая, темп тоже тренер сказал, что держался где-то четвертым, пятым, не выходил. Вот. Потому Тоже что своя стратегия такая выбрана была, да? Потому что у меня это первый марафон, не знаю, что будет по ходу дистанции, да? Да. Где что там схватит или что-то там. Вот. И все бежим толпой, и в конце уже где-то после 30-го километра уже потихоньку начали уже работать. Уже надо работать уже своим темпом уже. Этот темп для меня был комфортный. Все, я уже осталось тут около 10 километров. 10 километров. Как вчера пробежать, грубо говоря. Да, я думаю. По 3:10. Да, вот именно. Я 3:10 темп выдержу, поэтому был уверен, что буду работать уже. Так. И вот в конце я спросил, рядом, что этот темп поднимем до 3:10. Ребят спрашиваю, давай, говорит, поддерживай, говорят. Все, пошли, короче. И я, получается, пошел первым, вышел первый уже. Потом смотрю в конце, оборачиваюсь, и ребят нет сзади. Вы где? Только один парень был. Вот, вдвоем, короче. Ну все, пошли, короче. Давай будем меняться, помогать друг другу. Вот так. Даже такое. Вроде соревнуетесь, но тем не менее такое есть. Да, момент, есть контакт, да, поддерживаешь друг друга. Такого нет, отсидеться там сзади и такого. Вот начали вместе работать, меняться. Он тоже выходил, менялся. И в конце уже финишировали. Ветер очень сильный был. Забегаешь в стадион.
Ага. Ну, в этом промежутке, получается, вот по селу бегали, да? Так. По центру. Ага. И потом забегаешь в стадион. Ага, ну чтобы Да, финишировать да, перед финишировать. зрителями. Да. И, короче, мы вдвоем идем, и все кричат: давай, Саша, работай, работай. Да, Осталось чуть, уже финиш, давай. И вот с ним, короче, вместе финишировали. Короче, вот перед заходом в стадион там был оператор на велосипеде, он снимал нас вот спереди. И снимал. И в это время какой-то, тоже болельщик, и они вместе столкнулись и, короче, упали. Передо мной, вот я иду первым, да, уже забегаю вот в стадион, и в этот арку, да, вот как раз, и там они падают. Так. А я резко торможу и в сторону ухожу, а этот пробегает, через них как-то нашел Лазейку. лазеечку и побежал, короче. И потом я за ним, короче. Ага, И, ну, вот такой же. и потом забегаем, он первый, я второй. А потом после, думал уже второй, да. Да. А потом оказалось, что он легионер, приехал откуда-то, по другим документам. Ага. И его дисциплицировали. И в итоге ты первый. Итого я первым стал, короче. Ну надо же. Так, То есть- дальше как? Мы приступаем к тесту. Да. Семен, расскажи, пожалуйста. Мы, получается, мелким кубиком нарезали лук, жеребятину, картошку, сырай, здесь еще соль, перец, немножко добавили вот восточных приправ. Да, пряностей. да. Водичку я видел. ты Да, добавил чуть-чуть буквально водички, Для соуса, да? ну, как соус. Да, маринада, Для грубо говоря. размягчения. Да. И сейчас мы, получается, наше тесто Тесто. Давай, чуть-чуть Саша. должны раскатать. И уже Кто начать- делает квадратиками, режет тесто. форму, да? Да, кто делает кругляшками. Это кто, как говорится. Кто на что гораст. Да. Но По своей фантазии. традиционная форма же самцы круглая. Да, мы будем делать круглую. Круглые. Ну мы из круглых, но традиционная форма же треугольник. Треугольник. Да. Да, из круглого делаем треугольник. Да, из круглого делаем треугольник. Как ты вообще к готовке? Сам любишь готовить, Саша? Да, я люблю готовить, я с детства готовлю. Да Есть, ладно. да, любимые блюда какие-нибудь свои? А? Блюда свои есть, коронные какие-нибудь? Что лучше всего получается? Что любишь всего? На казане люблю летом готовить. Ага. Эти казан, кебаб, Ага. такие вот восточные. Когда нет диеты, да? Да. Нет, питание же спортсмена отличается же все равно наверняка, да? Отличается ли в тренировочный цикл, да? Либо у тебя все время тренировочный цикл? У меня получается 6 раз в неделю. Один раз у нас выходной. И так вот 2017 года получается. Как ты пошел тренироваться, и он не прекращается, да? не прекращается. Отпусков не бывает? Нет, не бывает. Очуметь. Вот во время пандемии только полгода отдохнул. Вот, как и всё. говорится, сила воли плюс характер. Вот, Да, поэтому выносливость, она быстро теряется, из-за этого постоянно Всё время надо. Ага, все время. А, Некоторые зимой не тренируются, осенью, например. Ага. До января не тренируются, потом Ну, то только есть начинают. Типа по сезону, да? Да. Ага. Поэтому Ну, начинают, и из-за этого у них отставание получается. вот как раз про зиму, да. Ты же участвовал еще в экстремальном марафоне. Да. Да, полюс холода, который проводится при температуре минус сколько было? Расскажи, пожалуйста, немножко об этом опыте. Я в первых именно зимних марафонах. Давай лепить и рассказывать, да. Мгм. Ага, Давай. я не попал Ага. из-за болезни, семьи, да, детей, не поехал. Потом в 2023 году я поехал именно на марафон, 42 километра. Мгм. И там, получается, я стал чемпионом Так. по зимнему марафону. Ага. Это 23 год. А в 2025 году, в этом году,
январе, да, я уже бежал супермарафон 50 километров. Тогда на улице было минус 49. Минус 50 километров. Очуметь. Отличается наверняка? Да, отличается. Я потому что сам тоже бывает, что хожу в горы, и до того, как пойти в горы, надо же еще организм к холоду приручать. Итак, мы сделали заготовки специальным приспособлением и Уже, пошли лепить. Да. Покажи, пожалуйста, как ты это делаешь. Начинки. Так, начинку положили, которая у нас из мяса, картошки, лука. Треугольник. И вот такой треугольник. А, вот такой треугольник собирается. Все. И вполне себе такой аккуратный треугольник получается. Противень надо смазать. Противень смазываем обычным маслом, да? Семен? Да, с растительным маслом. И все, вот у нас первый треугольник готов. И еще один. Итак, друзья, мы, да, взяли паузу, мы сегодня показали, мы налепили нашу самсу. Так, что мы сделали? Мы, Получается, закатали их в треугольники. ага, Потом обычно бездрожжевое слоеное тесто. Сейчас мы вот посыпаем сверху мы уже обмазали яйцом яйцо. сбитым. И Ну, сейчас кунжутом. мы вот чуть-чуть кунжут добавляем. Зачем добавляется кунжут? Для красоты, да? Да, для красоты. Для вкуса. Для красоты, для вкуса. ну, Получается, да, с тестом с этим хорошо грузит. И отправляем это мы все. Духовку где-то минимум 200 градусов. Ну, они чуть маленькие у нас, на минут 20 буквально. Да. А так в классическом варианте они чуть больше, где-то грамм 150 должны весить. Да, у нас такие удобные миниатюрные. Да, в домашних условиях большую самсу где-то, вот как вы привыкли Ну, видеть, другую, да. это на минут 30-40 в домашних таких печах. А в профессиональных это пройдет быстрее. На минут 20, Так, да. ну всё. Опять же мы относим это, берем паузу и ждем. Да. И вот, друзья, Семен нам принес наши самсы, неправильно же говорить, да? Нашу самсу. Да. В множественном числе. Ну, некоторые, видимо, мы неаккуратно лепили. Как говорится, ничего страшного. Я думаю, что у нас получилось просто потрясающе. Ой. Так. Чуть-чуть прилипли, да? Ничего, давай. Ну, самса вообще сама прилипает к поверхности, да. Ну, в том же тандыре она же прилипает к стенке. Ага, это нормально. Это нормально. Хорошо. Да, пока Семен нам сервирует, да, Саш, не могу тебя спросить, предстоящие старты. У нас на носу игры Манчары в Татинском Улусе, да, и еще одно большой старт, аж чемпионат России. Пожалуйста, расскажи, пожалуйста, немного об этом. Так, сейчас мы готовимся игры Манчары, которые пройдут 7 по 13 июля. Июля, да, в Татинском Улусе, да. В Татинском Улусе. Я тоже собираюсь сюда поехать, ну, правда, в качестве гостя. Так. И вот к этим стартам мы в июне собираемся после отборочного. Отборочные пройдут 14-15 июня. У нас один отборочный получается, именно вот ближе к соревнованию уже. И после этого мы на следующий день планируем поехать в Кисловодск, полететь. Опять же сборы. На сбор, ага. УТС. Ага, Так. УТС. Вот. После Манчары у нас в этом году планируется чемпионат России по бегу на 100 километров в Якутске. Впервые, да. в Такое Якутске. большое, столь грандиозное событие пойдет в нашей республике, в городе Якутске. Да.
дата определена, маршрут пока, насколько мне известно, еще не определен, да? Пока нет, ага. Ага. Вот в мае планирует. Специальная комиссия, Ага. по-моему, должна приехать, Специалист чтобы должен приехать, сертифицировать трассу. сертифицировать. Ага. И, Ну, по городу Якутску. да, по городу Якутску. Ага. Да, ну то есть это 100 километров, но будет там определенный, Круг, видимо, круг какой-то- будет 4 километра. 4 километра, 25 кругов. Всего надо сделать. Всего-то 25 кругов, и все, мы закончили и пошли по домам. Да, в обоих ты планируешь принять участие. Да. Да. Так что На Манчаре 5 километров. 5 километров будешь бегать. Ага. И этот 100 километров. И 100 километров. Ага. Вот, краткий вопрос. Отличается ли, наверняка отличается ли подготовка марафон и 100 километров? Да, вот 5 километров 5 отличается. километров, Да. 42 километра, Ага. 100 километров. Вот. Отличается. Ну, там более скоростная, вот 5 километров. Ну, конечно, да. А. Ну, это как практически спринт получается. Поэтому ну, тренировку вот, мы обычно вот, делаем, ну, основное делаем на 100 километров. На выносливость, на объем, наверное. Да. И у нас объем, ага, сейчас объем у нас 30-45, где-то вот так, ориентировочно. Бегаешь. Ага, бегаем. Сейчас вот май, апрель-май. А потом уже потихоньку пойдем уже, ну, объем будет уже чуть поменьше, и скоростные уже пойдут, скоростные работы. Тоже такой вопрос для человека, который не особенно любит бег, ну хотя бегает иногда. О чем думаешь во время бега? А время? Это же долго. Бежишь, ну 100 километров, это сколько надо бежать-то? Ну, марафон бегают где-то 2-3 часа, да, плюс-минус. Да, 42 километра. А 100 километров 6-7 часов бегать. Да, Ну. о чем думать? Ну, музыку только слушаешь? о темпе. О темпе? Да, держать Ну, то есть темп. все время да, как да. бы... Концентрирован на время, держать этот темп. Мгм. Ага. И также вот, о всем можно думать. А во всем? Ага. О этих тренировках, которые ты сделал, да, вот. Мгм. Вот. Ну, обо всем можно думать. Ага. Да. Такие какие-то вот трудные тренировки сделал. Какие тренировки Да. и вот этот труд как Да. увенчался результат. Да, результатом. Ага. Да. Ну что ж, да, Саша, давай мы тебе пожелаем успехов, и наступает Да. самый долгожданный момент. Давайте пробовать самса из бездрожжевого теста и с жеребятиной от мастера спорта России Александра Маеда. Друзья, Всем давай. приятного аппетита. Очень вкусно. Ну, очень вкусно получилось. Я даже домой возьму это все. Семен, неси мне, пожалуйста, контейнер побольше. Саш, очень вкусно. Еще раз тебе большое спасибо. И у нас такая традиция есть в конце передачи. Пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Так, всем пожелаю, чтобы занимались спортом, бегом, ходьбой, без разницы, начинающий. Главное, вот говорят же, жизнь движения. Поэтому вот всем желаю крепкого здоровья, чтобы занимались физкультурой, вот, движение, жизнь. Всем желаю удачи. Да, друзья, я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях мастер спорта России по легкой атлетике Александр Маеда. Саша, еще раз огромное тебе спасибо. Семен Тарбахов, я Петр Цепанин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и ешьте как мы. Просто Вкусно. будьте здоровы.